чувашский язык. Передача подготовлена на основе учебного пособия Геннадия Дегтярева. Чуваш челихине варенеть пер. Второй радиоурок. Икимеш урок. Случаи звонкого произношения глухих согласных. Если в чувашском слове глухой согласный К, П, С, Щ, Т, Х, Ч, Ш, оказывается между гласными, например, упа, медведь, или между сонорным В, И, Л, М, Н, Р, и гласным, например, унпа, с ним. то он получает озвончение. П произносится почти как Б, только немного глуше. Апат, Обед, шапа, жаба, колбаси, колбаса. В тех же случаях К произносится близко к звуку Г. чиган, Цыган, кнеге, книга, шугаль, щеголь, тенге, рубль, чирикю, церковь. В тех же случаях Т произносится примерно как Д. тутар, Татарин, удеял, одеяло, солдак, солдат, молотук, молоток, сетель, стол, карандаш, карандаш. Ш произносится близко к звуку Ж. нуша, Нужда, чашек, чашка, пиншак, пиджак, пушар, пожар, пошал, ружье, кюрже, сосед, соседний. Звук «с» произносится примерно как русское «з». пасар, Базар, кесель, кисель, товарсем, товары, шкулсем, школы. Звук щ, произносится примерно как разновидность русского звука «с» перед звонкими. Сравните: козьба, гусь, зашел, ересь, хашат, газета, хуша, хозяин, кашар, прости, ушер, откройте, шорша, бусы, кившень, в долг. Глухой согласный «х» произносится почти так же, как русское «г» в междометиях типа «ага», «ого», «бог», или же как «х» в слове «бухгалтер». сахар, Сахар, сухал, борода, челха, чулки, сахал, мало, челхе, язык. Ч произносится как русское «ч» перед звонкими «дочь», «прилечь», «ночбазы», печеть, «печать», перчетке, «перчатки», мунча, «баня», ача, «ребенок», мечик, «мяч», акольчан, «английский», мунчала. «мочалка». А теперь поговорим о мягком произношении согласных. Рядом с мягкими гласными Е, и, ü, согласные в чувашских словах всегда произносятся мягко. киль, Дом, жилище, мель, средство, пелеть, знает, пить, лицо, сеть, молоко, череть, очередь, терме, тюрьма, щебер, Сибирь, эртель. компания. А теперь мы с вами рассмотрим основы грамматики. Кто или что? Вопрос Кам, «кто» в чувашском языке относится только к разумным существам, людям и Богу. Все остальное, в том числе и животные, отвечает на вопрос мень. Ку кам, «кто это?»
Ку щин. Это человек. Ку манын туз. Это мой друг. Ку юлдаш. Это товарищ. Ку ендеш. Это земляк. Ку хона. Это гость. Мен ку. Что это? Ку їде. Это собака. Ку їде щурі. Это щенок. Ку кушак. Это кошка. Ку кушак щурі. Это котенок. Ку каяк. Это птица. Ку щу. Это масло. Ку щул. Это дорога. Он, она, оно. В чувашском языке нет противопоставления понятия мужской род, женский род, средний род. Поэтому и он, и она, и оно переводятся на чувашский одним словом. Вол. Соответственно, выражение Вол эшлене. в зависимости от ситуации по-русски можно передать как «он работал», «она работала» или «оно работало». Пол живого существа выражается с помощью специальных слов. Аршин. Мужчина, Üvel. сын, Хер. дочка, девушка, Херарм. женщина, Ама. самка, Аша. самец, Ача. дитя, ребенок, Аршинача. мальчик, Херача. девочка, Вырос. русский, Вырос херарами. русская, Кушак аши. кот, Кушак ами. кошка. Множественное число. Множественное число существительного образуется прибавлением аффикса, суффикса 7. Щин. Этим. человек, Щин 7. люди, Граждан 7. граждане, Дама. Дама 7. Юлдаш. Юлдаш 7. Туз. Туз 7. Азанмалых. на память. Стихи Любови Мартьяновой. Азанмалых параще тусем шеразем. Кенегеде параще хашсем. Тударзем, челемзем. Килежединже парапсана совазем. Иккимеш урок вышленче. Закончился второй урок.